Рад вас приветствовать. Встречаемся мы с вами во время интервью, к сожалению, не первый раз в период политического кризиса, как и сейчас. Давайте порассуждаем о том, что все-таки стало причиной нынешнего политического кризиса. Это не первый политический кризис, который происходит в Абхазии. К сожалению, с одной стороны, политические кризисы в Абхазии обусловлены тем, что система государственного управления не соответствует духу того времени, в котором мы уже находимся. Необходимы серьезные фундаментальные изменения. Это с одной стороны. С другой стороны, люди, которые возглавляли Абхазию, не были готовы к тем изменениям, которые требуются в наше время, к той динамике, к той повестке, которую нам навязывает сегодняшняя мировая обстановка. Если в совокупности взять, это причинно-следственная связь, она такая вырисовывается. Я все-таки попрошу вас, возможно, детальнее поговорить о том, что послужило последней каплей для того, чтобы народ все-таки встал, и в результате этих возмущений Аслан Бжаня был вынужден уйти в отставку. Как известно, последней каплей стало соглашение об инвестициях, так называемое соглашение об инвестициях, потому что к инвестициям никакого отношения данное соглашение не имеет, но, откровенно говоря, все это имело накопительный характер, потому что Аслан Бжаня, экс-президент Абхазии, проводил откровенно антинародную политику, агрессивно антинародную политику. Он продвигал инициативы, которые были направлены на сужение нашего суверенитета. В принципе, он открыто об этом и говорил, о том, что нам необходимо поделиться частью суверенитета на самой заре своего президентства. Но он активно говорил о том, что мы сами ничего не можем. Даже дошел до того, что на встрече с активом в городе Тхварчал он говорил о том, что даже земля будет принадлежать тем, кто ее лучше сможет использовать, намекая на то, что абхазский народ не справился с вопросами строительства собственного государства. Говорил о том, что нам нужно отдать, по сути, Абхазию под внешнее управление. И на данном этапе можно совершенно четко говорить о том, что этот политический кризис, он обусловлен тем, что столкнулось две идеологии. Первая идеология – это сохранение независимого абхазского государства, укрепление его институтов. Если говорить простыми словами, это путь Владислава, продолжить путь Владислава. Это идеология государственников, то направление, тот курс, который мы поддерживаем, с одной стороны. С другой стороны, та идеология, которую проводил экс-президент Аслан Бжаня, ее можно назвать неолиберальной повесткой. Она была направлена на то, чтобы полностью отдать под внешнее управление все направления экономической части нашего государства. Были попытки отдать иностранным инвесторам и энергетическую сферу Абхазии. Во всяком случае, делали все для того, чтобы довести ситуацию в энергетической отрасли до кризиса, для того, чтобы под нажимом этих обстоятельств отдать нашу энергетическую систему под внешнее управление. То есть целый ряд шагов, который был направлен на то, чтобы лишить нас, в первую очередь, экономического суверенитета. И, как известно, когда страна теряет экономический суверенитет, за этим идет и лишение политического суверенитета. Эта неолиберальная повестка, которую проводил экс-президент, она столкнулась с народом, который считает по-другому, с государственниками, которые считают, что Абхазия должна оставаться независимым государством.